В России прошли акции протеста против частичной мобилизации. Судебный процесс над журналистом Абдуллой Гурбати завершился переносом на другой день. Таджикские СМИ подвергаются DDoS-атакам на свои ресурсы со стороны Кыргызстана. В Казахстане назначена дата внеочередных выборов главы республики. Вечером 21 сентября в российских городах прошли акции протеста против частичной мобилизации. По состоянию на утро сегодня, 22 сентября, задержано уже более 1364 человек в 38 городах. Задержанные доставлены в полицию для разбирательства. Портал ОМВ-Инфо, который приводит имена всех 1364 задержанных, и территориальный отдел полиции, где они находятся, отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать, говорится в сообщении. Как сообщает РБК, со ссылкой на МВД России, в середине дня 21 сентября прокуратура Москвы опубликовала предупреждение об ответственности в случае организации и участия в несогласованных митингах, а также за распространение информации о таких мероприятиях. В ведомстве указали, что в интернете, в том числе в соцсетях, появилось сообщение с призывом к участию в публичных акциях в Москве. В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях также своих граждан в России предупредили Узбекистан и Кыргызстан. Первый судебный процесс над журналистом Абдуллой Гурбати, который прошел вчера, завершился переносом на другой день. Заседание суда проходило в течение 3 часов за закрытыми дверями в Душанбинском СИЗО. Председатель суда района Шох-Мансур, судья Бехруз Шафо, не стал общаться с журналистами, он лишь сказал, что «у меня нет информации». Адвокат журналиста Абдурахман Шарипов сообщил, что его подзащитный не признал себя виновным ни по одному из выдвинутых против него обвинений. На сегодняшнем судебном процессе дали показания супруга Абдуллы Гурбати и еще 3 свидетелей, сотрудники ОВД района Шох-Мансур, после чего заседание суда было решено перенести. На какой день не сказали, отметил Шарипов. Адвокат добавил, что у Абдуллы хорошее настроение, жалоб у него не было. Супруга журналиста Мубараки Косым, участвовавшая в процессе, сообщила, что показания 3 сотрудников ОВД района Шох-Мансур не совпали. Следует отметить, что на процесс кроме нее никого не пустили, в том числе и мать Абдуллы Гурбати. Последние несколько дней война между Таджикистаном и Кыргызстаном шла не только на границе. Не менее ожесточенные схватки шли и продолжают идти в информационном пространстве. С началом конфликта таджикские СМИ подвергаются DDoS-атакам на свои ресурсы. Большая часть IP-адресов, с которых они идут, из Кыргызстана. За эти дни DDoS-атакам, в частности, подверглись сайты Азия Плюс, Сугньюз, Юртадже. По словам редактора Сугньюз Алишера Толиба, их сайт подвергся атаке достаточно серьезного уровня, к которой они не были готовы. По его словам, с такой атакой они столкнулись впервые. Атакуют не только сайты, но и соцсети. Кыргызские пользователи массово отправляют жалобы на страницы администраторам Facebook и Instagram. К этому их призывают кыргызские блогеры и активисты. Впрочем, в социальных сетях атакам соседи подверглись не только СМИ. Блогеры Кыргызстана призывают своих соотечественников жаловаться на аккаунты таджикских инфлюенсеров и блогеров Facebook, Instagram и Twitter. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов главы республики, сообщает сайт Аккорды. Голосование состоится 20 ноября 2022 года. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством. Она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей, подчеркнул Токаев. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. О том, что в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента, стало известно из послания Токаева народу 1 сентября.